Главе республики и правительству Коми удалось выровнять экономическую ситуацию после ковидных ограничений. Объемы в разных отраслях набирают обороты. Так оценил положение региона полпред Александр Гуцан в ходе рабочего совещания по вопросам социально-экономического развития и реализации национальных проектов в регионе. Так объем работы по виду деятельности строительства увеличился на 19,7%. Объем ввода жилья вырос на 5%. Объем производства продукции сельского хозяйства почти на 2%. На рынке труда, что важно, сохраняются позитивные тенденции. Принятые меры по восстановлению численности занятого населения позволили достигнуть почти значений, те, которые были до начала пандемии. Так, если уровень зарегистрированной безработицы на начало 2021 года составлял 3,4%, то на начало сентября этот показатель составляет уже 1,7%. И что очень радует, число безработных сократилось почти в 2 раза. Владимир Уйба доложил о мерах, принимаемых правительством республики по повышению деловой активности и инвестиционной привлекательности региона. Главная задача – диверсификация экономики республики, которая заключается в снижении зависимости от добывающего сектора и развитии перерабатывающих отраслей. Мы понимаем, что для восстановления экономики и решения долгосрочных задач крайне важно сконцентрировать усилия, направленные на рост деловой активности в регионе. Сегодня правительство республики делает ставку на эффективную инвестиционную политику. В настоящее время республика занимает 23-е место в национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации, но понятно, что ни у кого тут голова не кружится от успехов, и нужно максимально эту тему отрабатывать. Республика активно ведет работу в этом направлении совместно с Федеральным министерством экономического развития. Организована работа по созданию особой экономической зоны. Утвержден план мероприятий по диверсификации экономики на период до 2026 года, который состоит из 41 проекта с общим объемом инвестиций около 90 миллиардов рублей. В этом плане особое внимание уделено развитию арктических моногородов в Воркуте и Инте.